Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда өлкөдөгү ошол дары-дармектердин камсыздалышы боюнча брифингди баштайбыз. Сиздерге маалыматты медициналык техника жана дары-дармек менен камсыздоо департаментинин директорунун орун басары Жангорозова Мариям Кадыркуловна жана фармацевтикалык кеңештин төрагасы Асанов Эрнис Бекович маалымат берет. Брифингди Түз Ободон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, медиа борборлор, облустук медиа борборлордон Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба об лекарственном обеспечении в стране. Вас проинформирует Джангорозова Марьям Кадыркуловна, заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники, а также председатель фармацевтического союза Асанов Эрнис Бекович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также на радиостанциях Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Марьям Кадыркуловна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Хотели бы проинформировать вас о состоянии лекарственного обеспечения и медицинской техники нашего населения Кыргызской республики во время коронавирусной инфекции. На сегодняшний день мы понимаем, что со вспышкой коронавирусной инфекции в республике одной из важнейших задач системы здравоохранения республики является обеспечение населения качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями и принятие мер по сдерживанию цен на основные лекарственные средства. Следует отметить, что мы являемся импортозависимой страной в отношении поставок лекарственных средств и медицинских изделий. На 97-98% Кыргызская республика поставляет лекарственные средства и медицинские изделия из стран ближнего и дальнего зарубежья. К сожалению, мы должны констатировать факт, что импортозависимость в данной ситуации сыграла, конечно, очень негативно влияет на обеспечение населения, обеспечение доступности населения к лекарственным средствам. В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в мире и с ростом курса доллара возникли проблемы, о которых нам тоже следует прямо сказать. Настоящая эпидситуация в мире, она спровоцировала глобальные проблемы с дефицитом лекарств и медизделий не только в нашей стране и по всему миру. Границы большинства государств сейчас закрыты к вывозу многих лекарственных средств и медицинских изделий, а также средств индивидуальной защиты, необходимых для оказания помощи при коронавирусе. Ситуация в Китае, как основного производителя сырья, спровоцировала целую цепную реакцию сбоя производств лекарств и медизделий по всему миру. Это вызвало дефицит медицинской продукции и рост цен у многих производителей в мире, многие из которых перешли на предоплату. На импортозависимом фармацевтическом рынке Кыргызстана все эти тенденции проявились крайне остро, особенно по позициям, необходимым для лечения коронавируса. Связанный с паническим спросом, ажиотаж также усугубил дефицит многих позиций лекарств и медицинских масок у нас в стране, в аптечной сети. На фоне всеобщей усиленной борьбы со спекуляцией масками, официального ввоза масок с начала 2020 года не было долгое время, и только недавно было поставлено 1 миллион масок, но уже по гораздо более дорогой цене, к сожалению, потому что это реалии фармацевтического сектора в мире, которые сейчас наблюдаются. С момента вспышки коронавирусной инфекции со стороны Министерства здравоохранения производится ежедневная актуализация информации по наличию самых необходимых лекарственных средств на территории Кыргызской республики. Постоянно ведется работа с поставщиками, постоянно информируется со стороны Министерства здравоохранения о перечне лекарственных средств и медизделий, которые необходимы для борьбы с ковидом.
озвучивается им потребность, чтобы они могли планировать поставки. Очень многие позиции на сегодняшний день уже закрыты со стороны фармацевтических поставщиков, либо часть позиций ожидается в поставках, то есть мы максимально координируемся, чтобы с их стороны планировались поставки в необходимом для нас объеме. К сожалению, есть позиции, которые никто не может поставить по многим объективным причинам. И поэтому на эти позиции Министерство здравоохранения объявило централизованные торги на средства, предоставленные донорами. Я бы хотела далее передать слово Эрнстбековичу, я могу потом продолжить. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угуучулар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө дары-дармек менен камсыздоо көп мүчүлүштүктөрдү жаратты. Анткени заводдордо дарылардын бааларынын көтөрүлгөндүгү, дарыларды алып келүүнүн транспорттоо жагына, жеткирүү жагынан дагы билесиздер, авиа каттамдар жабылган. Ошого байланыштуу алып келүү кыйынга туруп калды. Алып келгенге дагы ар бир килограммга мурун баасы бир 3-4 доллардын тегерегинде болсо, ар бир килограммга бүгүнкү күндө 7-8 долларга чейин көтөрүлдү. Биз ошого карабастан дары-дармек жанагы башка дагы медициналык каражаттарды алып келип аткан компаниялар менен сүйлөшүү жүргүзүп, булардын чечүү аракетиндебиз. Бүгүнкү күндө өтө чоң көп дефицит жок, бир гана баалардын көтөрүлүшү болду. Анткени дарыларды алып келүүгө кеткен каражаттардын баасы 2 эсе көтөрүлүп кетти. Буга да кошумча болуп, доллар менен евронун өсүшү дагы өзүнүн таасирин берди. Анткени буга чейин 1 доллар 69 сом болсо, бүгүнкү күндө 80ден ашып кетти. Евронун курсу дагы 74, 75, 78 тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө бул курс дагы 90го жакындап калды. Ошого карабастан биз дары-дармектерди алып келип жатабыз. Албетте оорчулуктар бар бүгүнкү күндө. Биринчиден, баарыңыздар билгендей эле, Евразеске кирген мамлекеттер эгер 3-чү мамлекеттен дары алып келсе, анда 3%-тен 5%-ке чейин бажылык пошлина төлөнөт. Ошол төлөнгөн пошлиналар бүгүнкү күндө таможнянын депозитинде жатат. Бүгүнкү күндө Белоруссия кол коюп берип, азыркы Еврокомиссиянын, Евразеске кирген комиссиянын корутундусун күтүп атабыз. Эгер ошол коюлса эле, ушул депозиттик төлөм алынат деп биздин өкмөт ишендирип кетти эле. Бүгүнкү күнгө чейин ушул да чечилет, анткени буга да көп каражат кармалып атат. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө жакын аранын ичинде өкмөт ушул маселени чечип берет деп. Экинчи маселе болсо, башында карантин киргизгенден баштап пропуск алуу системасы биз үчүн кыйын болду. Анткени аптекаларга же дары жеткире албайбыз, же больницаларга жеткире албайбыз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, дарысыз, каражатсыз бир дагы врач иштей албайт. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин кээ бир компаниялар дагы эле пропуск ала элек. 1-ден 2-ден пропуск алган. Бул пропусктар болсо өзүнүн кызматкерлерин алып келеби жумушка, же болбосо дары жеткиреби, ушул көйгөй дагы эле чечилбей келет. Биз болсо дагы ушу дары менен камсыздоодо бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер дагы ушул биздин коллегалар, врачтар иштегендей эле зона рискте иштеп атабыз. Мен ойлойм, ушуреки бардык мүчүлүштүктөр чечилет. Анткени дары убагында жеткирилиш керек больницаларга, аптекаларга. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул ойлойм, бул баалардын көтөрүлүшү убактылуу нерсе. Анткени бир топ дарылар Индиядан чыгат. Бүгүнкү күндө Индия жабык, билесиздер.
бир да транспорт каттамы жок. Алынган дарылар бүгүнкү күндө ошо Индиядан алып келинбей турат. Дагы жакшы Кытай ачылып калып, Кытайдан биз керектүү дарыларды, керектүү медициналык каражаттарды алып келип атабыз. Бүгүнкү күндө масканын эле баасы, ажиотаж болуп аткан масканын баасы ошол эле Кытайдан алып келиши, бияка жеткириши менен бир 20 сомдун тегерегинде болуп калды. Мен ойлойм, бул убактылуу нерсе, бара-бара рынок толгондон кийин баалар дагы төмөндөйт деп. Бүгүнкү күндө ушу алып келип аткан дарылардын баасы бир 15-20% кымбаттады. Россиядан алып келген бир топ дарылар дагы Кытайдан субстанцияларды ала албагандыктан, дары жасай турган негизде субстанция деген. Ошонун айынан дагы бул Россиядагы дары чыгарган заводдор дагы өзлөрүнүн баасын 10-15%ке чейин көтөрүп жиберди. Буга карабастан биз камсыздап жатабыз, анткени билебиз, бул вирустан башка дагы бир топ оорулар бар, анткени ошо ооруп аткан адамдар дагы муктаж болгон дарыларын убагында алып туруусу зарыл. Колубуздан келген аракеттин баарын жасап атабыз. Бүгүнкү күндө өтө чоң дефицит жок дары менен. Европа мамлекеттериндеги кээ бир заводдордо баалар көтөрүлгөн жок. Кандай кыйынчылык болбосун дагы ушу дарыларды убагында алып келип, убагында аптекаларды, больницаларды камсыз кылганга баардык күч аракеттерибизди жумшап атабыз. Рахмат. Ушунун үстүнө иштеп атабыз. Мүмкүн болсо расмий тилде бир кыскача маалымат берип коесузбу? Глубоко уважаемые телезрители, радиослушатели, сегодняшний день оказались мы в такой ситуации, когда вынуждены искать выход из данной ситуации. Я думаю, что мы сегодняшний день по снабжению лекарствами и изделиями медицинского назначения справляемся. Был в какой-то мере, время было, когда был дефицит и лекарств, и изделий. Думаю, что мы этот момент перешагнули, наладили поставки из Китая, из Европы. К сожалению, для нас Индия пока закрыта. Нету ни авиасообщений, ни доставка автотранспортом. Многие препараты, которые на сегодняшний день в дефиците, производятся именно на заводах Индии. Я думаю, что эти проблемы тоже разрешатся. К сожалению, свой неизгладимый отпечаток оставил повышение курса валют. Курс, как вы знаете, от 69 вырос до $80. Евро выросло в цене от 77-78 почти до 90. Соответственно, и отпечаток на повышение цен поставила и доставка. Авиатранспорт, автотранспорт, они подорожали практически вдвое. Но, несмотря, мы находим пути решения, доставляем в сегодняшний день контейнером, автотранспортами, откуда только возможно, авиадоставка, где есть грузодоставки самолетами из стран Европы и Китая. Думаю, что сегодняшний день острого дефицита не стоит. Единственная просьба, я хотел бы попросить наших дорогих телезрителей, наших кыргызстанцев, чтобы впрок лекарствами не закупались. К сожалению, лекарственные средства имеют определенный срок годности. После истечения этого они просто потеряют свою пригодность и требуют определенных условий хранения. Принимайте медикаменты только по назначению врача, берите только столько, сколько нужно, не покупайте излишние. Мы стараемся максимально обеспечить этими ситуациями. Бывает частные случаи, обращается в некоторых острых моментах, и постараемся в этом случае тоже помочь. Разрабатываются в сегодняшний день предельные цены, чтобы те, которые думают на этом заработать, чтобы не подняли цены. Если вы где-то заметите, что есть сильное увеличение цены, можете непременно напрямую обращаться в Департамент лекарственного обеспечения, Министерство здравоохранения, где действуют горячие линии.
Если это не даст результата, то можете напрямую обратиться в финансовую полицию. Я думаю, что эти моменты должны пресекаться. Сегодняшний день мы должны объединиться все в один кулак, чтобы победить данную вирусную инфекцию. Для нас самое главное здоровье, а благополучие нашего здоровья – это залог нашей прекрасной с вами жизни. Я думаю, что эти трудности мы тоже переживем, и это будет позади. Нам нужно только время. Рахмат, бир тактоочу суроо. Еще продолжить можно? Уточняющий вопрос, да, вот вы отметили то, что можно обратиться в департамент, да, можете озвучить телефон горячей линии, куда вообще можно позвонить и узнать. Еще один вопрос. Если лекарства были завезены ранее, на них тоже, получается, цены возрастают, или это уже должно регулироваться как-то? Ну, на ранее завезенные лекарства цены повышаться не будут, они будут оставаться на том же уровне. Единственное, да, компании-поставщики пересчитали в зависимости от курса валют, в какой валюте они покупались. Потому что есть заводы, которые работали на отсрочку и платежа от 30 до 90 дней. К сожалению, курсы валют резко так проскочили, что никто этого не ожидал. Да, многие компании потерпели убытки, но тем не менее все компании в основном работают на кредитных деньгах. И банки пошли на уступки, дали отсрочку по выплатам кредитов по основным процентам. Проценты на кредиты как выплачивались, так и выплачиваются. К сожалению, одним из таких барьеров у нас является при растаможке оплата в депозит, так как мы знаем, что если груз привозится из третьих стран, не со стран Евразиатского союза, а с третьих стран, то есть имеется в виду Китай, Индия и другие страны, от которых мы напрямую получаем медикаменты, на них есть пошлина от 3 до 5%. Вот эти суммы собрались, и сумма эта немалая. Нам правительство обещало, что как только Белоруссия подпишет данные преференции, полученные для Кыргызстана, и возвратят нам те финансовые средства, которые находятся в депозитах. Со дня в день обещали, что будет такая возможность. Ждем этого. Надеемся, что, учитывая данную ситуацию, наше правительство среагирует на это быстро и разрешат эту проблему. Спасибо. Я хотела бы сказать о том, что 579-е постановление было в прошлом году выпущено, в конце прошлого года, правительством Кыргызской Республики, о том, что вводится временный механизм ценорегулирования. Временный механизм ценорегулирования ограниченный перечень лекарственных средств, которые на льготной основе предоставляются Фондом обязательного медстрахования через аптечные сети. Это впервые в нашей стране апробировался такой механизм. И как раз получилось, что с 15 января 2020 года этот механизм должен был начать работать. Мы как раз получили всю необходимую информацию для того, чтобы начать регистрацию цен. И там очень долгий процесс идет с анализом цены и утверждением цены. И как раз сейчас у Министерства здравоохранения готовится приказ, как раз на первые 150 торговых позиций будут утверждены цены. Однако здесь такая проблема возникла, что вот именно в этом постановлении правительства говорится о том, что если имеется валютный скачок, то это правительство, как валютный риск для поставщиков, оно его учитывает. И сейчас валюта подскочила на 10-15 и более процентов, но она как бы неустойчива. Если валютный скачок более 5% продержится 1 месяц, вот
Сейчас мы выжидаем как бы это время, чтобы месяц прошел. Тогда получится, нам придется эти цены еще раз пересмотреть, потому что бизнес со стороны ассоциации, фармацевтической ассоциации, поступило недавно письмо в Министерство здравоохранения, что в связи с глобальной проблемной ситуацией нужно приостановить действие этого приказа. Да, ну, конечно, мы будем сейчас дальше вести диалог, чтобы все-таки с учетом индексации, с учетом скачка валют пересмотреть цены, и все-таки цены должны будут войти, то есть механизм ценорегулирования должен начать работать, но с момента его опубликования должно пройти 90 дней, чтобы эти цены вошли в силу, потому что все старые остатки должны быть проданы, и аптечная сеть должна быть готова к новым ценам. Как бы этот процесс идет, мы бы хотели сказать. Сейчас как бы правительство не сидит сложа руки, оно вводит определенные механизмы ценорегулирования, но просто так, как это в нашей стране происходит впервые, этот процесс непростой. Мы не должны как бы подаваться на популистические призывы и, так сказать, претензии. Нужно к этому очень подходить внимательно, и нужно очень хорошо прорабатывать этот вопрос, поэтому просто мы можем получить очень большой дефицит лекарственных средств. То есть все должны знать, что правительство работает над тем, чтобы упорядочить верхний потолок цен, чтобы не было ниже, верхний потолок цен будет фиксироваться правительством, а ниже как бы должны работать конкурентные механизмы в самой аптечной сети. Вот, и выйдет на днях приказ Министерства здравоохранения на препараты по дополнительной программе и программе госгарантий, которые оплачиваются ФОМСом, будет утвержден новый приказ, но который войдет в силу через 90 дней. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если хотите дополнить, да, можете дополнить. Хотел бы дополнить Мария Каныркуловна по вопросу ценного регулирования. Когда принималось данное постановление, разрабатывался данный проект, мы плотно работали с Департаментом лекарственного обеспечения, Министерством здравоохранения. К сожалению, сегодняшняя ситуация нас поставила в такое неизведанное в данном случае рассмотрение, потому что цены на заводах, если выросли на 5-10%, то, к сожалению, курсы валют, транспортировка, которые выросли, тоже дали о себе знать. Поэтому я думаю, что когда весь мир находится в изолированном состоянии, рассмотрение, принятие данных решений должны быть на время отложены, пока ситуация не стабилизируется. Потому что, введя данное постановление в действие, мы можем получить большой дефицит. Из-за того, что цены будут неадекватные, компаниям-поставщикам в ущерб своей поставки, своих контрактов не будет выгодно вести, потому что ряд причин, которых я вот перечислил, из-за этого, я думаю, что нужно будет отложить. Это не значит, что она не будет принята. Мы руками и ногами за, чтобы было ценное регулирование, чтобы у нас цивилизованный рынок, где будет ясно, понятно, что почем, откуда и как. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем наш брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировали заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Джангурозова Марьям Кадыркуловна и председатель фармацевтического союза Асанов Ернис Бекович. Прямой эфир вы могли посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5-й канал, в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Минкай ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, а также на странице МТРК ЛТР и Биринчи радио.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборунда брифингди жыйынтыктайбыз. Сиздерге медициналык техника жана дары дармек менен камсыздоо департаментинин директорунун орун басары Жангорозова Мариям Кадыркуловна жана фармацевтикалык кеңештин төрагасы Асанов Эрнис Бекович маалымат берди. Маалымат жыйынды Түз ободон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бургандарыңызга рахмат.